рамках недели единых действий, приуроченной к праздничному дню коми-языка и письменности, в образовательных учреждениях нашего города прошел этноквиз «Знатоки коми-языка». В 5-й школе мероприятие провела Татьяна Селиванова. Мы сегодня проведем этноквиз «Коми-язык» и «Коми-литература» среди учащихся 9 классов. Также будут молодежь, мы пригласили студенты, наши бывшие учащиеся, взрослые будут. Поэтому мы привлекли по возможности всех. Участников разделили на 4 команды. Им предстояло ответить на 15 вопросов, которые напрямую связаны с историей возникновения коми-письменности и литературы. Капитан одной из команд Диана Добрынь является выпускницей 5-й школы. Она с удовольствием приняла участие в викторине и привела своих ребят к призовому месту. Как говорят, жива республика, пока жив ее язык. Поэтому дети должны знать свой язык, потому что они живут на территории, должны знать свои какие-то обычаи, традиции, чтобы передавать их потом потомкам. Для студентов Сосногорского технологического техникума викторину провели сотрудники Центра коми и национальных культур. Ведущая Ольга Игнатова говорит на коми-языке с самого детства, и именно он является для нее родным. Правила для участников были идентичными: несколько команд и 15 вопросов на знание коми-языка и литературы. Первый вопрос этого тура: в какую языковую семью входит коми-язык? Проведение таких тематических мероприятий побуждает школьников и студентов изучать родной язык и помнить свою национальную культуру. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске в очередной раз прошла Ночь музеев. В минувшую пятницу взрослых и юных горожан пригласили в Дом культуры «Горизонт», в стенах которого разместились экспозиции местного историко-краеведческого музея. Сосногорский историко-краеведческий музей очередной раз присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году тема акции «История и история». Для любознательных посетителей музей подготовил вечернюю программу. Я надеюсь, что каждый посетитель музея сегодня увлекательно проведет время и получит только положительные эмоции. Гостям музея предложили разнообразную программу. Участники мероприятия разгадали загадки по истории коми-письменности и прошли мастер-класс «Необычные техники рисования». Мы хотим детей ознакомить с новым современным видом в этом направлении, чтобы у ребенка появились новые возможности реализовывать себя в данном направлении. Также участникам акции были предложены выставки художественных работ, шедевры глазами детей и традиции и обряды. Картины были написаны воспитанниками Сосногорской детской школы искусств. Показали разные традиции, христианские традиции, традиции коми-народа, русские традиции. Легенды отразили на этой выставке. Отметим, что Сосногорский историко-краеведческий музей рад принять гостей не только во время мероприятий, но и в другие дни. Кстати, обладатели пушкинской карты посетить его могут бесплатно. Андрей Калиничев, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Отчетный концерт семейной школы «Клевер» собрал аншлаг в Доме культуры «Горизонт». Ученики, родители, друзья и знакомые все собрались на праздник. Дарья Волкова в «Клевере» уже 3 года занимается английским языком. По словам мамы девочки Юлии, о школе семья узнала от знакомых и ни разу не пожалела о выборе. Нам эта школа очень нужна в городе. Мы изучаем там английский язык уже 3-й год. Мне кажется, для детей это очень хорошее дополнительное образование и развитие. 303 ребенка посещали школу в уходящем учебном году. Кто-то занимался танцами, кто-то готовился к экзаменам. Пение, рисование, театр, робототехника. Каждый из детей нашел свое увлекательное занятие. Семейная школа «Клевер» – это дом, который построили мы все вместе, сидящие в этом зале. Сотрудники школы, ученики, родители. Этот дом сложился по кирпичику из наших добрых дел, наших добрых качеств, наших талантов и стараний. И я думаю, что нам есть чем гордиться.
результаты которых добились дети, демонстрируют первые и призовые места на конкурсах различного уровня, многочисленные дипломы и грамоты, заслуга учеников, педагогов и родителей. Самые активные родители были отмечены благодарностью школы. Среди них Надежда Хозяинова. 5-летняя дочь Надежды, Александра, в Клевере занимается танцами. В нашей семье школа «Клевер» дает возможность развиваться, общаться с другими детьми, получать новые интересные знания, умения, которые ей в жизни, я уверена, очень пригодятся. Семейная школа «Клевер» – частный центр дополнительного образования, участник государственной программы. Оплатить обучение ребенка родители могут как из средств материнского капитала, так и сертификатом дополнительного образования. К слову, о семьях, в которых дети обучаются на 3 или более курсах, школа тоже позаботилась, выпустив сертификаты со скидкой на оплату обучения. Сильный педагогический состав школы – одна из слагаемых успеха. Здесь нет случайных людей. Каждый учитель готов давать не только знания, но и тепло своей души. Например, как Елена Александровна Шманцарь. Она работает в Клевере 5 лет, занимается с ребятами начальной школы решением задач, развивает пространственное и творческое мышление младших школьников. Наш центр действительно семейный центр. Мне кажется, что это семья родителей, педагогов и детей. И она развивает у детей творческие способности. Она дает интерес к тому, что дети открывают новые знания. И я считаю, что наша школа делает очень много. Наши педагоги очень талантливые, замечательные. И дети, и родители идут к нам с большим желанием. Отчетный концерт порадовал всех зрителей и участников доброй семейной атмосферой, поддержкой юных талантов и благодарными аплодисментами воспитанникам и наставникам. Еще один учебный год семейной школы «Клевер» позади, а впереди много нового, интересного как для учеников, так и для педагогов. Ведь в сентябре школа вновь распахнет свои двери для тех, кто познает мир. Мария Ледовских, Наталья Максимова, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Легкоатлетическая эстафета навстречу ГТО прошла на минувшей неделе на стадионе «Локомотив». В соревнованиях приняли участие школьники 3, 4, 5 классов образовательных учреждений нашего города. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» сегодня является одним из лучших инструментов по привлечению жителей к здоровому образу жизни. Именно поэтому отдел физкультуры и спорта поставил для себя цель – выйти в лидеры рейтинга ГТО по республике. Цель у нас достигнута. Город Сосногорск у нас сейчас находится на 1-й позиции, потому что считаем, что Сосногорск спортивный город, население у нас активно принимает участие. Кто не принимает, всех приглашаем подтянуться к движению ГТО. Также Надежда Алексеенкова отметила, что комплекс ГТО – это отличный способ проверить свои силы и ловкость, а следовательно, так или иначе укрепить здоровье. Выполнить нормы ГТО могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в муниципальный центр тестирования, который расположен в спортивном комплексе «Метеор». Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске завершилось республиканское первенство по футболу среди команд 2010 года рождения. В течение 5 игровых дней за призовые места боролись команды Сосногорска, Ухты, Сыктывкара, Печоры. За время первенства состоялось 15 встреч. Финальные прошли в минувшее воскресенье. После началась церемония награждения. Команды приветствовал глава района Ильдар Махмутов. Футболисты показали очень хорошую игру. И мы благодарим всех за участие в соревнованиях. Благодарим тренеров, судей, родителей, зрителей, которые также принимали участие, болели за наших футболистов. Хозяева первенства завоевали серебро, а вот золото и бронзу домой увез Сыктывкар. Также были отмечены и лучшие игроки. Среди них футболисты нашей команды Илья Ерофеев и Егор Чернов. Мария Ледовских, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Военная служба по контракту. Работа для настоящих мужчин.
Для заключивших контракт предусмотрены социальные льготы, гарантии и выплаты. Подробности по телефону в Сыктывкаре 32 15 88.